В эфире игра «Ума палата». Игра, где можно не только выиграть денежный приз, но и блеснуть эрудицией и знаниями. Мы составили турнирную таблицу телевикторины «Ума палата», в которой вошли участники, набравшие 20 и более очков в 3 раундах нашей игры. И список лидеров выглядит следующим образом. Так, нижнюю строчку в нашем списке разделили блогер Элина Вензель и студент-филолог Игорь Королев. У обоих 19 баллов, мы дали им шанс вновь проявить себя. Следом за ними, набрав 21 балл, команда «Квиз» Наталья Им и Иван Никулин. На 1 балл больше заработала в одиночном поединке девятиклассница Ника Котельницкая. В ее копилке 22 балла. Директор благотворительного фонда «Харусхал» Любовь Клюкина с 23 баллами на 3-й позиции. Второе место рейтинга самых умных, эрудированных у преподавателя колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Эдуарда Миронова и команда «Квиз» Ольги Львова и Сергея Максимова. Ну а возглавляет список команда юноармейцев «Искра», отлично справившаяся с вопросами по истории Великой Отечественной войны. У Гузели Розаковой и Тимура Курбанова рекордное количество баллов за все сезоны игры «Ума палата» – 28. Мы поздравляем всех, кто оказался в списке лидеров. Сегодня, согласно турнирной таблице, мы пригласили игроков еще раз сразиться в нашей игре, чтобы выявить лучшего. И сегодня в нашей студии я приветствую блогера Элину Вензель, заработавшую 19 баллов. Она будет сражаться против девятиклассницы Ники Котельницкой из школы номер 5 города Якутска. У Ники 22 балла. Элина, какие у вас остались впечатления после прошлой игры? На самом деле я была очень удивлена, что набрала столько баллов. Я думала, как я уже говорила ранее, я думала, наберу максимум 5. И очень удивлена, и сейчас тоже очень волнуюсь, потому что такое участие в такой программе – это как некий вызов себе. И дальше что? 19 очков в нашей игре. Это для вас много или мало? Для меня это много. Вообще, вы азартный человек? Не посещала ли вас мысль отказаться от участия в нашей игре во второй раз? Да, мысль была. Я хотела отказаться, но все-таки решила дальше попробовать себя и бросить некий такой вызов себе. Ника, в прошлый раз вы продемонстрировали своеобразный мастер-класс по нашей игре. Расскажите, в чем секрет вашего успеха? Упорный труд и постоянная учеба. Вот весь секрет. Какие выводы вы сделали после нашей игры? Какую тему вам следует подтянуть, над чем поработать? Литература. Именно тема литературы, потому что произведения, да и в принципе я читаю именно классическую литературу, как Достоевский, Чехов очень мало, и мне кажется, классику стоит читать больше. Сегодня вы не боитесь сразиться против взрослого человека? Нет. Принцип сегодняшней игры достаточно прост. Вам необходимо набрать наибольшее количество баллов по результатам 2 раундов. Обращаю ваше внимание, что 3-го раунда для вас не будет. Тот, кто заработает больше, тот и выиграл. А пока что рядом с вами по традиции черный ящик. В нем по-прежнему 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть снова шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Элина, вы будете начинать первого, верните шары на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В 1-м раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, тот и будет отвечать первым во 2-м раунде. В случае равенства баллов объявляется дополнительный раунд, правила которого достаточно просты. Вы будете отвечать по очереди до первой ошибки по принципу пенальти. Первым в дополнительном раунде будет отвечать игрок по преимущественному праву ответа в предыдущем раунде. Обращаю ваше внимание, что в общий зачет засчитывается только 1 балл в пользу победителя. Итак, мы начинаем. Элина, кто правил Российской империей после смерти Павла I? Александр I. Верно. Ника, к какому типу ткани относится кровь железистая, соединительная, жидкая, эпителиальная? Соединительная. Верно. Элина, в какой группе периодической системы химических элементов расположены щелочные металлы? В какой группе? В 5-й. В 1-й. Ника, в каком году состоялась Куликовская битва?
Куликовская, 1380. Верно. Элина, что такое фотосинтез? Это выделение кислорода. Ой. Ой. Пас. Процесс преобразования световой энергии в химическую. Ника, на каком школьном предмете изучали правила Буравчика? Физика. Верно. Элина, что из списка не является названием религиозного учения? Караимизм, реставрационизм, фуцианство. Реставрационизм. Фуцианство. Ника, сколько приблизительно литров воздуха пропускает через легкие человек в сутки? 70. 10 тысяч литров. Элина, где находятся митральные заслонки? Пас. Сердце. Ника, в старину так назвали любой документ письмо. Пас. Грамота. Элина, первоначальный вариант рукописи. Летопись. Черновик. Ника, сколько костей в теле взрослого человека? 200. Верно, 206. Элина, где самая быстрая мышца в теле? Самое быстрое. Сердце? В глазах. Ника, кому в голову пришла идея создания парашюта? Леонардо да Винчи, Томасу Эдисону, Архимеду? Леонардо да Винчи. Верно. Элина, что такое гипертония? Это давление Какое? повышенное. Верно. Ника, кто запатентовал телефон? Томас Эдисон. Александр Белл. Элина, какой из этих животных не относится к млекопитающим? Бурундук, дельфин, черепаха, летучая мышь? Млекопитающим. Черепаха. Верно. Ника, кому принадлежит фраза «время – деньги»? Пас. Бенджамин Франклин. Элина, что подразумевала под собой команда «Воздух» во время Великой Отечественной войны? Воздушная атака? Может? Верно. Ника, представьте себе треугольник, стороны которого равны 17, 10 и 15 сантиметров. Чему равна сумма его углов? 180. Верно. Элина, какие острова с названием животного находятся на территории Якутии? Острова? Животного. Пас. Медвежьи острова. Ника, какой поэт подарил Пушкину портрет с надписью «Победитель ученику от побежденного учителя»? Василий Жуковский. Верно. Элина, как называется перпендикуляр по отношению к рельсам? Перпендикуляр по отношению. Шпала. Шпала. Верно. Ника, какого жука древние египтяне назвали священным? Навозный. Скоробей. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Я задал вам 25 вопросов, при этом Элина дала 5 правильных ответов, а Ника 8. Элина, довольна результатом? Да, довольна. 5 правильных ответов. В течение 3 минут для вас неплохо. Да. Ну что же, пусть будет так. Ника, 8 правильных ответов. Результаты положительные для вас. Средний. Средний. В чем секрет? Почему одерживаете верх над взрослым человеком? Без понятия. Вы просто умная, вы хотите сказать. Может быть. А может быть, потому что просто свежие знания, и вы просто учитесь в школе, в отличие от Элины. Ну что же, Ника, вы получили преимущество. Вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда, который я отмечу, также длится 3 минуты. Во втором раунде вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Ника, какие муравьи существуют, сахарные, медовые или шоколадные? Сахарный. Медовые. Элина, какую форму принимает любая жидкость невесомости? Форму. Пас. Шар. Ника, в Юго-Восточной Азии только эта страна никогда не была ничьей колонией. Назовите ее. Пас. Таиланд. Элина, в позапрошлом веке этими моллюсками не брезговали даже аджарские бедняки. Ныне это продукт деликатес. Назовите его. Устрица. Мидии. Ника, название этих бобовых, возможно, связано с греческим словом «паук». Ведь сетчатый рисунок на плодах похож на паутину. Что это за растение? Пас. Арахис. Элина, на своем острове этот герой провозгласил свободу вероисповедания. Так в его владениях мирно уживались протестант, язычник и католик. Назовите его имя. На этом острове ты свободу вероисповедания. Америка. Робинзон Крузо. Ника, советский писатель, пленник ГУЛАГа. Пастернак. Александр Солженицын. Элина, в фильмах Джорджа Лукаса его блестяще воплотил бывший санитар Питер Мэйхью, ростом 2 метра 13 сантиметров. Назовите имя персонажа. Пас. Чубака. Ника, в
кино драки обычно озвучивают ударами кулака по качану капусты или куску сырого мяса как звук. Какой звук озвучивают стуком пластиковых стаканчиков? По снегу. Стук копыт. Элина, какой балет обычно идет в Большом театре под Новый год? Щелкунчик. Верно. Элина, какая редчайшая фамилия была у королевы бензоколонки из одноименного фильма? Пас. Добрый вечер. Ника, сыном какого царя назвал себя Лжедмитрий I? Сыном какого царя? Ивана IV. Верно. Ника, какую ягоду словарь Дали называют глухой малиной? Волчья. Ежевика. Элина, памятник какому литературному герою открыли в Смоленске в мае 1995 года? Герою. Пас. Василию Теркину. Ника, что они называют словом номер? Апартаменты в гостинице, регистрационный знак автомобиля, выступление в сборном концерте, кулинарное блюдо. Выступление в сборном концерте. Кулинарное блюдо. Элина, какой напиток упоминает, говоря о дальнем родстве? Какой напиток упоминает, говоря о дальнем родстве? Пас. Кисель. Ника, что дружно рубили моряки в песне «Ты помнишь, как все начиналось» группы «Машина времени»? Пас. Канаты. Элина, о ком говорят пол собаки в высоту и полторы в длину? О ком говорят пол собаки в высоту и полторы, ну, о ком говорят? Пас. О такси. Ника, какое число последнее на шкале медицинского термометра? 42. Верно. Ника, что устанавливают в болиде Формулы-1 уже после того, как пилот занял место в кабине? Руль. Это правильный ответ, время вышло. Второй раунд завершен. Элина, если мне не изменяет память, в прошлый раз вы пришли без подготовки. Как сейчас вы поступили? Готовились ли вы специально к нашей игре? Да, готовилась. Каким образом? Я вчера записывала конспекты, ну, вспоминала школьную программу. И так как муж у меня историк, с мужем тоже мы тренировались, тоже он как в качестве был ведущим, и так готовились. Я думаю, это была весьма милая семейная сцена. К сожалению, она вам не очень помогла. Весьма логично, что у школьника свежие знания. Прошло 18 лет, как я окончила школу, и я сейчас даже очень довольна собой, что я ответила неплохо, что не 0 баллов. На самом-то деле мы тоже рады, что вы осмелились прийти к нам второй раз, попытать счастье. Жаль, что это не совсем получилось. По результатам второго раунда я задал вам 20 вопросов. Элина дала 1 правильный ответ, а Ника 3. Это означает, что именно Ника проходит на следующий этап. А с вами, Элина, мы прощаемся уже окончательно. Спасибо вам за игру. Всего хорошего. До свидания. Ника, прошлая игра и первый раунд показывают, что вы обладаете весьма обширными для своего возраста знаниями. Однако второй раунд явно пошел куда-то не туда, и вам было сложно. Были ли вопросы, которые вам запомнились, показались вам крайне затруднительными? Мне показался интересный вопрос по поводу кино, но этот вопрос был задан не мне. Я не знаю, почему его запомнила. Ну и все. Ника, мы благодарим вас за игру. Буду ждать вас на следующих играх. А на сегодня все. До свидания. Спасибо, до свидания. Это игра «Ума палата», где все наши высокобальники созданы для победы и нашего главного приза – 100 тысяч рублей. Имя одного претендента на денежный сертификат нам уже известно. Осталось еще несколько. Продолжим знакомиться со следующими. Айрон – якутский бренд для победителей. Создаем одежду, в которой сочетаются стиль и комфорт. Спортивная и повседневная одежда на каждый день. Ждем вас на Ленина 21А. Айрон. Это игра «Ума палата». И сегодня мы пригласили тех, кто в течение 3 раундов набрал 20 и более очков. Среди лучших оказался Эдуард Миронов, преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, и Любовь Клюкина, директор благотворительного фонда «Харусхал». Любовь, какие у вас остались впечатления после прошлой игры? Теплые, положительные, вообще очень уютно в студии. Это удивительно, потому что, как правило, нам говорят о том, что впечатления были не очень хорошие и не очень уютные, особенно
в присутствии такого ведущего. Тем не менее, некоторые приходят на нашу игру не только для того, чтобы продемонстрировать эрудицию и знания, но и за долей адреналина. А зачем пришли вы? Попробовать себя. И только? Можно еще выиграть деньги, но сегодня почему-то я сомневаюсь в себе. С чем это связано? Это связано с мимолетным вашим настроением? Да, именно с ним, ну и потому что весна. Хорошо. Эдуард, вы набрали 25 баллов. Это очень большая сумма баллов. Раскройте свой секрет. Ну, мне просто повезло, наверное. Вопросы легкие были. Так попалось. А сегодня вопросов из какой области знания вы ожидаете? И каких боитесь? Так, вопросы, скорее всего, со всех областей будут. Ну, я не могу предпочти какую-то определенную категорию. Я чувствую недостаток во всех областях. Наоборот, вот так. Ну хорошо, будем скромничать, посмотрим, что покажет игра. Принцип сегодняшней игры весьма прост. Вам необходимо набрать наибольшее количество очков в течение 2 раундов. Тот, кто заработает больше, тот и выиграет. 3-го раунда для вас сегодня не будет. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в нем по традиции 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в 1-м раунде. Игроки, приступайте. Эдуард, вы будете начинать первым, верните шары на место, и мы будем начинать. В 1-м раунде вы будете отвечать по очереди в течение 3 минут. Тот, кто заработает больше очков, тот и будет отвечать первым во 2-м раунде. При случае равенства баллов организуется дополнительный раунд. Правила его просты, вы отвечаете по очереди, до 1-й ошибки по принципу пенальти. Ограничений во времени в дополнительном раунде нет. В общий зачет засчитывается 1 балл в пользу победителя. Итак, 1-й раунд. Эдуард, назовите автора стихотворения «Путаница». Пас. Чуковский. Любовь. Что на Руси называют 2-м хлебом? Редьку. Картофель. Эдуард. Что с общей тарелки принято брать руками, а не вилкой? Сыр, колбасу, хлеб, курицу. Хлеб. Верно. Любовь. Какая птица самая большая в мире? Я помню. Сейчас скажу. Подождите. Ладно, пас. Страус. Эдуард. Сколько граней у карандаша? Ух ты. 6. Верно. Любовь. Кто из литературных героев 28 лет провел на необитаемом острове? Робинзон Крузо. Верно. Эдуард, расположите в порядке возрастания единицы измерения длины. Сантиметр, метр, дециметр, миллиметр. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр. Верно. Любовь. Какой литературный жанр начинается со слов «жили-были»? Сказка. Верно. Эдуард, назовите фрукты, которые древние римляне обычно заканчивали свой обед. Абрикос, груша, апельсин, яблоко. Апельсин. Яблоко. Любовь. Какая по счету буква К в русском алфавите? 15. 12. Эдуард. У каких птиц есть специальные детские ясли? Пингвины. Верно. Любовь. Назовите автора поэмы «Руслан и Людмила». Пушкин. Верно. Эдуард. Кто в половодье спасал зайцев? Мазай. Верно. Любовь. Кто привез в Россию картофель? Петр I. Верно. Эдуард. Кто из богатырей грамот не учился, за грамоты не садился, а учился с малых лет копьем владеть, из лука стрелять, богатырских коней укращать? Илья Муромец. Алеша Попович. Любовь. Кто озвучил официальное радиообращение к народу о начале войны? Левитан. Молотов. Эдуард. Какой из этих стран один из официальных языков? Французский. Эквадор, Кения, Венесуэла, Республика Гаити. Кения. Гаити. Любовь. Тяжелый танк времен войны имел аббревиатуру КВ. Что она означала? Ух ты, какой сложный вопрос. Пас, я не знаю. Клим Ворошилов. Эдуард. Сколько раз в сутки подзаводят куранты в Спасской башне Кремля? Пас. 2. Любовь. Назовите столицу Канады. Ванкувер. Оттава. Эдуард. Статус Дмитрия Ларина из Пушкинского Евгения Онегина. Пас. Барин. Любовь. Закончите фразу раз на раз. Не приходится. Верно. Эдуард. В каком году Россия объявила дефолт? Пас. 1998. Любовь. Чему, согласно пословице, не дает покоя дурная голова? Дурная голова ногам покоя не дает. Верно. Эдуард. В некоторых странах этот праздник за старую мебель выбрасывают прямо из окна, а на утро надевают новую одежду. Назовите праздник. Италия.
Новый год. Любовь. С какой фигуры начинать соревнования по городошному спорту? Пас. Пушка. Эдуард. Какой писатель сформулировал 3 закона робототехники? Айзек. Засчитаем. Айзек Азимов. Любовь. Женой какого поэта была дочь Дмитрия Менделеева? Любовь. Пас. Александра Блока. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика выглядит следующим образом. В течение него я задал вам 28 вопросов. При этом Любовь дала 6 правильных ответов, Эдуард также 6. Это означает, что объявляется дополнительный раунд. По преимущественному праву ответа в первом раунде будет отвечать Эдуард. Эдуард, что изобрели братья Люмьер? Кино. Это правильный ответ. Любовь, что причислено к изобретениям Попова? Электричество. Правильный ответ – радио. Радио. По результатам дополнительного раунда первым на вопросы второго раунда будет отвечать Эдуард. Во втором раунде, который также длится 3 минуты, вы будете отвечать до первой ошибки. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса. Эдуард, кто не взял себе ВОЗ, поклажи, басни Крылова, Левич, Щука, Рак, Кот. Верно. Эдуард, какого персонажа нет в известной читалке «На золотом крыльце» сидели? Сапожника, кузнеца, короля, портного. Короля. Кузнеца. Любовь. О чем писал Грибоедов, отмечая, что он нам сладок и приятен? Сон. Дым Отечества. Эдуард, какой специалист занимается изучением неопознанных летающих объектов? Уфолог. Верно. Эдуард, 3 июля 1941 года Верховный главнокомандующий СССР Иосиф Сталин обратился к народу с радиообращением. Какой термин появился в истории после этого события? Великая Отечественная война. Верно. Эдуард, как называется разновидность воды, в которой атом водорода замещен его изотопом дейтерием? Легкая, средняя, тяжелая, невесомая. Тяжелая. Тяжелая. Ваш ответ? Тяжелая. Верно. Эдуард, что такое десница? Это советник короля. И иначе? Советник. Засчитаем, это рука. Эдуард, в какое море впадает река Урал? Баренцево. Каспийская. Любовь. На что кладут руку члены английского общества лысых? Во времена присяги баскетбольный мяч. На бильярдный шар, на апельсин, на кокосовый орех. Даже я не знаю, на бильярдный шар. Верно. Любовь, как назывался каменный монолит, на котором установлен памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге. Стрелка. Гром камень. Эдуард. Как Чайковский назвал свою серенаду для скрипки с оркестром си бемоль минор? Пас. Меланхолическая. Любовь. Какого ордена не было у первого советского космонавта Юрия Гагарина? Ожерелье Нила, крест Грюнвальда, Плая Херон, орден двойного дракона. Наверное, двойного дракона. Верно. Любовь. Какое животное имеет второе название кугуар? Кенгуру. Пума. Эдуард. Что в России 19 века делали в дортуаре? Пас. Спали. Любовь. Какой из этих романов Толстой закончил писать в день начала Великой Отечественной войны? Войну и мир. Хмурое утро. Эдуард. Какой химический элемент назван в честь злого подземного гнома? Кобальт. 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 Верно. Кем приходилось друг другу толстые и тонкие из одноименного рассказа Чехова? Коллегами, братьями или одноклассниками? Эдуард. Коллегами. Одноклассниками. Любовь. Название какого алкогольного напитка переводится с немецкого как полынь? Виски. Вермут. Вермут. Эдуард. Кто амнистировал всех оставшихся в живых декабристов, сосланных на Кавказ и Сибирь? Александр II. Верно. Эдуард. В какое созвездие входит звезда Шаула, название которой переводится как «поднятый хвост»? Скорпион. Верно. Эдуард. В каком виде спорта поле имеет непрямоугольную форму? В европейском футболе, в американском футболе, в австралийском футболе, в канадском футболе? Давайте в канадском. В австралийском футболе время вышло. Во втором раунде вам был задан 21 вопрос, при этом Эдуард дал 8 правильных ответов, а Любовь только 2. Любовь, не обидно ли вам дойти до 1/4 финала и проиграть? Нет, совсем не обидно, это же опыт. И он всегда обогащает. Как в целом ощущение от игры? Было интересно. Какие вопросы вам показались наиболее сложными? Сложным. Я не знала про рассказ Толстого «Хмурое утро». Вот теперь, видимо, нужно его прочитать.
что вы можете, Любовь, пожелать своему оппоненту, который, видимо, проходит дальше? Конечно, только победы. Спасибо. Давай, верь в себя, потому что чуть-чуть смущается, но мне кажется, что ума палата. Это скромность, которая и людей украшает, и нередко свойственна людям, обладающим умом. Ну, на сегодня мы вас провожаем. Спасибо вам за игру, Любовь. Приходите к нам еще. До свидания. Спасибо. Спасибо за Всё, игру. до свидания. Эдуард, какие у вас ощущения после игры? Ну, положительные. Больше ничего не могу сказать. Ну, очевидно, что они положительные, раз вы опередили в количестве верных ответов Любовь. Что-то еще вы можете добавить? Ну, очень волновался, стрессово, в общем. Многие вопросы попались, которые я ни разу не встречал, пока готовился. Вот. Но я готовился, конечно, всего-то пару дней перед игрой. А каким образом вы готовились к игре? Ну, смотрел передачи, вот, которые недавно вышли, да, и с нейросетью тоже тренировался. То есть я просил ее сделать мне викторину по какой-то теме, вот, в количестве 30 штук, например, вопросов. Вот, составлял, я пробовал отвечать. Ну, в основном отвечал, как сказать, как попадется. Да. Между прочим, я замечаю впервые такую оригинальную, креативную подготовку к игре с помощью искусственного интеллекта. Но я его просил составлять вопросы по тем темам, которые мне трудно даются. Это история, русская литература. Вот. Но вопросы, которые вот сейчас были, они вообще там не попадались. У вас сложные вопросы. Принято. Ну что же, Эдуард, поздравляем с тем, что на сегодня вы победитель. Увидим, что будет дальше. А пока что я жду вас на следующих играх. До свидания. До свидания. Это игра «Ума палата». Что ж, стало известно еще одно имя. Интересно, кому повезет в следующий раз? Узнаем ровно через неделю.